Здравствуйте, это Владимир Николаевич? Нет, ошиблись. Нет, ну не ошибся, Пархомцев тут написано на сайте. О, какие люди. Здравия желаю. Здравия желаю. Андрей, Так, который паук. так точно. Верно. Ну, не звоните сюда. Вы же Почему? знаете, что с вами никто разговаривать не будет. Всего доброго. Андрей Владимирович, находитесь на Республике Беларусь. И что? Прямая линия для граждан Республики Беларусь. Так я ж гражданин. Свидание. Ларін. І сапраўды, не хочуць гаварыць. Прывітанне. Але ж чаму так здарылася? Няўжо няма ў грамадзян Беларусі такога права задаваць пытанні ці паскардзіцца? А калі няма, то якім нарматыўным актам яны кіруюцца? Афіцыйна Міністэрства ўнутраных спраў РБ мне патлумачыць не можа, ці не хоча. Памятаеце бандытаў з 90-х? Але ж тут іншая справа. Тут дзяржава для народа. Тут міліцыя хваліцца на сваім сайце, што рэалізуе справядлівасць. Вось таму я і пазваніў у прафсаюз Міністэрства ўнутраных спраў і папрасіў прыбраць гэтае слово «справядлівасць». Глядзіце, што атрымалася. Короче, я хочу, чтобы вы убрали это слово со своего сайта «справедливость», потому что справедливости нет. Понимаете, Вот единство и солидарность можно оставить, но какая справедливость? Это же дискредитирует органы. Ой, вы меня извините, я не совсем, ну, то есть вы, может быть, если бы более конкретно как-то объяснили свою мысль, для меня непонятно. Ну, для меня все эти слова как бы понятны. Что такое справедливость, единство? То есть, ну, мы стремимся к справедливости. Я не могу сейчас сказать, то есть, чем слово справедливость дискредитирует наши органы. Вот вы мне объясните. Законодательство Республики Беларусь, оно же не соблюдается, ну, то есть не выполняется. Но как мы сегодня с вами можем вот так вот делать сразу вывод, что законодательство наше не выполняется? Но я считаю, что наша страна не то, что не выполняется, да, но где-то есть нарушение законодательства, но над этим все работают, и специальные органы, в том числе и профсоюзы смотрят за тем, чтобы оно выполнялось законодательство. Ну, наверное, нет сегодня такой страны, где можно сказать, ну, все, вот вообще вот, ну, все идеально, нигде не нарушилось. Но, к сожалению, есть у нас отдельные личности, где нарушают законодательство. Но для этого мы свои есть и органы, которые за этим наблюдают и пресекают. Я не совсем понимаю, о чем вы сегодня говорим. Так я вам, Светлана Мячеславовна, напомню. У Коли Лукашенко было боевое оружие. И дал ему отец. Вы меня извините, но я данный вопрос с вами вообще не буду обсуждать. Ну вот видите, а где же справедливость тогда? Ну, у вас она такая, значит, очень субъективная, скажем так, справедливость. Вот все, что я вам могу сказать. Вот вы мне сейчас выражаете свою личную точку зрения. Она у каждого может быть разная. Но на сегодняшний день вы же мне позвонили не как лично к человеку, а как представителю, то есть профсоюзной организации. И я вам официально хочу сказать, что я целиком и полностью поддерживаю то, что, ну, и могу подтвердить, то, что сегодня все делается для того, что вот именно к этой справедливости и к единству мы идем. И так, я считаю, что у нас все есть это. Ну, а то, что у вас свое понятно. личное мнение, то есть понятно. Так а какое должно быть мнение, когда отец выдает боевое оружие своему сыну Вы несовершеннолетнему? меня извините, но вы не совсем по назначению позвонили. То есть с этим вопросом вы когда-нибудь обратитесь вот к соседу по лестничной площадке и с ними вот на эту тему разговаривать. Вы серьезно? Ну, да, но лично со мной я с вами эти темы обсуждать не буду. Так Извините, вы ж пожалуйста. председатель, вы же с сайта удалите это слово «справедливость». Ладно, пускай там Лукашенко дает, что хочет, нарушает Всё, законы, я вас дискредитирует. очень прошу, давайте эту Справедливость тему удалите. Я не хочу с вами, это, ну, то есть вы мне позвонили официально на работу, давайте будем официально. Зачем вы Если у вас есть дискредитируете вопрос, я слово готова. «справедливость»? Не надо его тут писать. Все, хорошо. Добренько, я вас Договорились? услышала. Всего доброго. До свидания. Да, здравствуйте. Подскажите, вот на сайте почитал ваши цели и задачи печатных СМИ МВД, содействие в борьбе с негативными проявлениями в правоохранительной практике, укрепление доверия населения к органам внутренних дел и внутренним войскам. Я хотел бы рассказать свою историю, как мне Николай Карпенков угрожал расправой. Ай, ты мразь какая, слышишь, да? Пишите нам, присылайте обращение ваше. Я уже присылал.
Мгм. Ну, значит, мы должны были вам что-то ответить. Ничего вы не отвечаете, не обращаете на это внимания. Понятно. У вас же цели какие? Вот одна из целей содействия в борьбе с негативными проявлениями правоохранительной практики. Так чего же вы не содействуете? Слушаю. Я как-то вам писал свою историю с просьбой напечатать ее. Я прошу прощения. Вы связались с обозревателем отделения публицистики. Я не знаю, с кем я разговариваю. Возможно, вы мне представитесь. Я Анастасия Порохневич. Паук Андрей Владимирович, как-то я вам присылал на почту свою историю общения с Николаем Николаевичем Карпенковым. Вот, я просил, чтобы вы... Ага, хотел передать насчет международной преступности. Сигнал. Слушаю. Лукашенко международный преступник. А с кем я разговариваю? Паук Андрей Владимирович. Очень рад. И чем вы мотивируете это? Ну, вот он допустил вхождение российской военной техники с территории Белоруссии на территорию Украины. Международный преступник – это тот, кто объявлен в международный розыск и находится в розыске. Поэтому вы абсолютно не правы. Тогда Путин. Путин подходит? А я не могу говорить за Путина. Ну как не можете? Вы же специалист. Специалист в чем? Ну, в международной Работа? преступности. Вы же помните, Международная что... преступность имеет очень большой характер и много возможностей. Вот, а помните, как выдали ордер на арест Путина? Нет, не помню. У вас такой информации нету? Нет. Так как вы там работаете? Вы вообще в интернет ходите? Вам доносят информацию какую-то? Смотрите, уважаемый паук или неуважаемый паук. Уважаемый. Ну, смотря для кого. Для меня нет. Почему? Да потому что вы против родной страны. Я против Постоянно. Лукашенко, не путайте, господин Медведев. Не-не-не, вы не путаете как раз таки понятия. Лукашенко и страна – это одно целое, а вы непонятно кто и непонятно откуда. Извинитесь. Даже не попытаюсь. Вы только что оскорбили всех белорусов. Лукашенку причислили к стране. А Но народ... это ваше такое мнение. А народ Хотите, как думает? Хотите, можете обратиться в суд и потребовать от меня каких-то извинений. Да мы А другим лично методом... вам я ничего. Дмитрий, мы другим Ну, давайте методом из вас эти извинения. Да, без вопросов. Согласны, да? Без вопросов. Вы сидите далеко. Если бы вы любили Беларусь, вы бы сидели бы здесь, вы приходили бы и решали бы вопросы законным порядком. Вы непонятно где сидите, непонятно что делаете, пиар себе создаете и только в интернет выкладываете. Да я Что как конкретного Лукашенко. сделали для Беларуси? Так давайте Вы перечислим. конкретно что? Я перечислить могу, что конкретно Не сделал. надо мне перечислять. Что вы А хотите? вам это же не надо даже, вот видите. Что вы хотите? А что Лукашенко для Беларуси сделал конкретно? Войну втянул. Я задаю вопрос. Вы позвонили в Национальное центральное бюро Интерпола. Что вы хотите от меня? Хочу, чтобы вы Лукашенко арестовали. Он в содействии с Путиным, с международным преступником, значит, напали Тогда на вы Украину. обратились не по адресу. Да куда обращаться надо по такому поводу? Если вы считаете, что наш президент является международным преступником, обращайтесь в те организации, которые занимаются международной преступностью. Так а вы для чего, ваша организация? Интерпол занимается уголовными преступлениями. Это же А уголовники если вы самые считаете, что настоящие. президент является преступником, Уголовник, тогда да. это уже политические А, моменты. А, это Задайте политические. вопрос. Да, есть у нас штаб-квартира в Лионе, город Лион во Франции. Вот можете позвонить туда и им попробовать пополоскать мозги. Короче, надо туда позвонить и сказать, чтобы они выдали Звоните. ордер на Лукашенко Да. Александра Григорьевича, потому что он причастен Абсолютно к российской агрессии. Это ваше право. Вы можете обращаться куда хотите, когда хотите. Если у вас ко мне вопросов больше нет, тогда до свидания. До свидания, Дмитрий Степанович.
сённяшні час здаецца, што задача Міністэрства ўнутраных спраў бараніць Лукашэначку ад законаў, якія ён сам і зацвярджае. Ці можна ў сувязі з гэтым Рэспубліку Беларусь назваць прававой дзяржавай? Напішыце ў каментарах. Дзякуй за прагляд. На сёння ўсё. Жыве Беларусь. Да сустрэчы ў эфіры.